видите, что я в хиджабе. Как меня прилюдно раздели в аэропорту Астаны. Точно, точно. Вот так она мне сделала, вот так. Рассказываю вам эту ситуацию уже не на эмоциях. Это все произошло вчера рано утром. Меня реально прилюдно раздели в аэропорту Астаны. Ничего не предвещало беды. Я приехала в аэропорт, прошла регистрацию. Теперь пограничный контроль. Все как положено, я снимаю часы, сумку, телефон, все ставлю в эту корзину. Она проходит через сканер, я прохожу через раму. На данном этапе рама не пищала. Я хочу забрать свои вещи, и сотрудник пограничной службы, женщина, мне говорит: снимите верхнюю одежду. Я говорю: я в рубашке, у меня под низом ничего нет. Запомню, да, фиксирую момент. Я предупредила. Я сразу сказала: у меня внизу ничего нет. Она ко мне подходит, трогает. Я заранее сказала: под низом ничего у меня нет. Уже 3 раза я ей сказала, что у меня под низом ничего нет. Она говорит: хорошо, тогда пройдите сюда. Вот там же есть сканер, где вот так вот ты руки поднимаешь, и сканер проходит вокруг тебя. Хорошо, думаю, это работа. Я встала, руки подняла, стою, на секунд 5 не двигаюсь. Тут я понимаю, что сканер уже провел свою работу, хочу выйти, она стоит передо мной и не дает мне выйти. Она меня ощупывает, и она просто задирает мне рубашку. Представьте мой шок. Рядом куча людей. Мужчина просто в этот момент отвернулся. Я резко ее одернула. Я говорю: вы что делаете? Вы вообще в своем уме? Здесь люди. Мужчина вон стоит. Она оборачивается, говорит: где мужчина? Я говорю: мужчина уже отвернулся. Я говорю: вы что делаете? Она говорит: это моя работа, мне надо. Я говорю: зачем вы меня оголяете? Впервые такое. Сколько я летаю, впервые такое. По миру даже такого ни разу не было. Я начала там скандалить, ругаться. Может, человек, у которого не такие прокачанные личные границы, как у меня, бы промолчал, но нет, я вызвала все руководство. Я там всех на уши подняла. Пришло руководство, конечно, они начали передо мной извиняться, там все в шоке, все сразу там ее коллеги подсуетились, быстренько принесли ей нательную камеру, ей надели. Естественно, я все снимала. И в этот момент я себя чувствовала так ужасно, так грязно. Сама начальница начала передо мной извиняться. И я потом просто в лицо ей смотрю, говорю: вы не хотите извиниться? Извините. Извините. Но мы должны... Нет, никаких «но».